құрметті серіктестер, әріптестеріміз де бар шығар арамызда, жастар, медсестры, жақсы. Менің есімім Кенжетай Серікбайұлы болады. Уже на протяжении многих лет я занимаюсь оздоровительной практикой. Значит, инстаграм бар, если что, сфотографируйте, подпишитесь. Москвада оқыдым, Қытайда оқыдым, осы жақта Алматыда оқыдым. Енді қазір 4 апрельден бастап, осы 24 компания кіріп отырмын. Компания кіріп отырған себебі, народу моей деятельности, врачей, к нам много очень сетевиков подходит. На рынке же много сейчас сетевых компаний, хороших продуктов, мен біреуіне де келген жоқ. Оны зерттеп өзім теп алмай, мен кірмеймін. Енді мынау магний водород пайда болып, өзімді шамал, өзім результатым арқылы кеп отырмын, кіріп отырмын. Давление было, ну я свои болячки знаю. Дискинезия было, соның бәрін магний водородпен кетіріп, жаңағы үйдегі бала-шағам да ішіп жатыр. Құдайға шүкір, жақсы результаттар алып отырмын. Сосын кірдім 8 апрельде. Оның алдында 2 ай жүрдім. Енді Құдайға шүкір, мынау рахмет осындай бізде продукт шыққанына. И самое радует то, что именно компания стартовала здесь, в Казахстане. Поэтому для нас все города, много городов, много стран еще не открыты. Пользуйтесь таким шансом, возможностью, так как продукт очень рабочий, дает хорошие результаты. Давайте начнем с того, что до 2000 года, до 2007 информация о водороде вообще была скудной, не изучалась как таковой, водород, влияние водорода на наш организм. Зерттелмеген. Именно 2007-ден до 2017-2007 японские ученые усиленно начали изучать влияние вообще водорода в целом на наш организм. Но при исследовании, когда они исследовали водород, они основной упор делали на сердечно-сосудистые заболевания, такие как ишемические болезни, аритмии, сосуды наши. Но в результате в 2017 году они приходят к выводу, что водород, оказывается, влияет на наш организм, на наш весь организм в целом. Так как мгновенно проникает в клетки, потому что самая маленькая молекула в мире. И в таблице Менделеева она первая. И приходит к такому выводу, что водород поистине как бы чудесный такой продукт, очень хорошо влияет на наш организм в целом. Вот. Смотрите теперь. На сегодняшний день более 170 заболеваний. К какому они выводу пришли? Более 170 заболеваний, которые нам часто встречающиеся. Они связаны с окислительным стрессом. Понимаете, с окислительным стрессом. Тот же pH, когда вы в поликлинику, в больницу анализы сдаете, одним из показателей вам что? Показывают pH, да? pH крови, pH желудка. Теперь смотрите. Вот здесь на карте уже научно доказано, что более 170 заболеваний, они связаны с окислительным стрессом, такие как сердечно-сосудистые, метаболические, дегенеративные, воспалительные и многие другие. Если мы даже по отдельности возьмем вот сердце, ишемическая болезнь, аритмия, это часто встречающие же нам, да, одышка у всех есть, стенокардия, тахикардия, суставы возьмем. У каждого третьего, если у каждого второго болят суставы, ревматоидный артрит, остеохондроз, радикулиты, грыжи, протрузии, артрозы, коксартрозы, много. Сосудистые заболевания, тромбофлебиты, варикоз, аневризма аорты встречаются тоже. По крайней мере, в моем кейсе у меня пациентов очень много. Вот эти болезни часто встречаются. Аллергические, покорные заболевания, почки возьмем, трансплантация почек. Все, даже если нас ущипнули, образовался синяк, в основе лежат, вообще у нас, из чего состоит основа нашего тела, с клеток, правильно, да? Более 30 триллионов клеток, понимаете? И вот вас даже ущипнули, у вас образовался синяк или ударили. Соответственно, в глубине у вас окисляются клетки. Знаете?
это все уже перестает на том или ином участке плохое кровообращение, образовывается синяк, страдает клетка, основа наша. Любое заболевание. Тот же, возьмем жировой гепатоз, дискинезия желчного, загиб желчи. Это все связано с окислительным стрессом. Понятно, да? Теперь давайте сделаем так. Начнем, мы вспомним немножко анатомию школьную. Все вы анатомию изучали. Я сейчас вам расскажу, как образовываются. Это в мединститутах не рассказывают. В мединститутах, если ты лор, обучают там точечного, допустим, да? Вот. Расскажу, как работает наша пищеварительная система первая и как образовываются наши заболевания. Давайте мы перевернем. Скажем так. Вот наш гортань, горло. Здесь у нас 3 слюнные железы. Вот желудок наш. К желудку идет 12-перстная кишка. Здесь сфинктер соединяется. Здесь у нас идет диафрагма. Вот наша диафрагма. Диафрагмальное кольцо. Диафрагмальное кольцо, диафрагмальное отверстие. Вот. Желудок у нас выделяет желудочный сок. Слюна, слюны наши, имеют щелочную среду. Понятно, да? Щелочную среду. В желудке у нас соляная кислота, слизь от самопереваривания. Вот. Теперь что происходит? Когда мы жуем пищу, пища уже во рту ощелачивается. Ферменты слюны – это основные амилазы и лизоцин. Лизоцин у нас бактерицидные свойства имеет. Амилазы у нас растворяют углеводы, хлеб, сахар. Мы углубляться сильно не будем, вы поймите. Смотрите, мы разжевали пищу, мозг дает команду через блуждающий нерв, у нас начинает открываться сфинктер. Здесь вот диафрагмальный сфинктер. И пищу разжевали, проглотили, она куда падает? В желудок. Сразу мозг дает команду через блуждающий нерв, желудок начинает выделять желудочный сок, который имеет также свои ферменты. Соляная кислота, слизь от самопереваривания. Что происходит? Когда щелочная среда взаимодействует с кислой средой, у нас происходит здесь взрыв в жидком виде, реакция пищеварительная. Вот. Здесь пища начинает перевариваться и начинают выделяться углекислые газы. Вот так вот. Углекислые газы. Теперь, когда у нас повышается кислотность, все слышали опущение желудка, да? Повышенная кислотность. В медицине это называется, в общем, нарушение обмена веществ. У нас начинает оседать дно желудка. Когда у нас повышается, мы же вообще все эти наши заболевания, они с чем приходят? С нашей едой, экологией, по-разному, вредными привычками. Так вот, желудок начинает, дно желудка затягиваться, она за собой тянет диафрагмальное кольцо, пищевод тянет. Пищевод выпадает из своего кардиального отверстия в шахте. Хотя пища прошла, сфинктер должен закрыться. Вот здесь диафрагмальное кольцо закрывается. Все. Что происходит? Когда затягивается желудок, у нас еще между 12-перстной кишкой и желудком сфинктер тоже. Сфинктер оди, луковица 12-перстный привратник. Тоже, пища переварилась, прошла, он тоже должен закрываться. Но, когда у нас желудок затягивается, и здесь остается приоткрытый и начинает воспаляться. Когда здесь он приоткрытый остается, пища переварилась, пришла в 12-перстную кишку. 12-перстную кишку у нас с печени подходит что? Желчь, да? От желудочной железы в 12-перстную кишку приходит панкреатиновый сок. Здесь идет дальнейшее переваривание в 12-перстной кишке пищи нашей. Можно сказать, что в 12-перстной кишке наш пищеварительный процесс наш заканчивается, так как здесь уже расщепляется все до аминокислот и идет всасывание в желудок. Понимаете, да? Вот. Теперь, когда желудок затянет, здесь у нас еще приоткрыто. Пища прошла, здесь у нас не закрывается нормально, идет постоянный заброс желчи в желудок. Понятно, да? И вот эти углекислые газы, у нас еще диафрагмальное кольцо приоткрыто, идут вверх и начинают обжигать слизистую пищевод.
Что у нас происходит? Изжоги, отрыжки, эзофагит, гастриты, язвы, ГЭРД. Всем знакомы эти жизни? Вот. Поэтому еще к тому же вдобавок постоянно идет заброс желчи с 12-перстной кишки. И у нас постоянно что-нибудь поедим, вздутие, что-нибудь поедим, изжоги вот эти. Я рассказываю, что следует за этими вещами. Как, если мы не беремся за свое здоровье, как ухудшается. Вот у нас пошел тонкий кишечник дальше. Тонкий кишечник у нас соединяется с толстым кишечником через илиоцикальный клапан. Вот восходящая зона, поперечная, исходящая сигмовидная зона. Вот он соединился у нас с толстым кишечником. Здесь у нас тоже сфинктер, илиоцикальный клапан. По тонкому кишечнику прошла пища, зашла в толстый кишечник, здесь закрывается. Все это идет благодаря блуждающему нерву. Мозг дает команду. У нас идет 16 ответвлений уже нижней конечности нервов. Теперь, когда у нас идут застои желчи, кровь у нас густая, соответственно, у нас идет нарушение перистальтики кишечника, вздутие, запоры. Кишечник, транспортабельность его, он как двигает химус, переваренную пищу, мышцами вот так вот задвигает. И нарушается его перистальтика, он плохо двигает наш химус. Соответственно, если процесс запущен, мы не лечимся, мы, как правило, идем в аптеку, покупаем там амест, то все, и начинаем глушить. А химия содержащие таблетки, они почкой не все выводятся, почки наши. Понимаете, да? Теперь смотрите, желудок опустился, придавил тонкий кишечник. Верхний этаж у нас придавлен, соответственно, нижняя часть брюшной полости тоже. Идут спаечные процессы кишечника. Нарушается функция перистальтики, спаечные процессы. Здесь у нас в толстом кишечнике бывает так, что, слышали, у кого-нибудь, может, кто-то сталкивался, заворот сигмовидной зоны толстого кишечника. Вот эта сигмовидная зона, сигма, она буква как сигма, ее заворачивает, и здесь остается просвет такой маленький, понимаете? Вот. И вот этот химус переваренной пищи начинает налипать на стенки толстого кишечника. Когда мы клизму делаем, кто-то гидроколонотерапию может делать, мы чистим только толстый кишечник, потому что здесь илиоцикальный клапан не пропустит дальше. Поэтому мы, когда в санаторий идем на застой желчи, санаторий обычно назначают магний сульфат, правильно? Магний сульфат. Прогоняем желчь одноразово. Вот. И идут спаечные процессы в наших подвздошных зонах. Когда вы домой придете, ляжьте на диван, согните колено и вот так пощупайте свою вот эту подвздошную здесь зону. Здесь у нас подвздошные кости. И пощупайте. Если есть боли, значит идут спаечные процессы. Там, где у нас идут застои, там, где у нас идут спайки, обязательно идет окисление, окисляется. Мужчины знают, аккумуляторные клеммы на аккумуляторах, когда недостаточно электролитов, там начинаешь белый, точно такой же процесс у нас происходит в организме. Поэтому, если вы даже пьете магний, водород, дополнительные продукты, старайтесь делать дома самомассаж живота. Понимаете? Если есть возможность, сходите к висцерологу, там, висцеральную терапию получить. Это вам просто дает дополнительный эффект, создаст, понимаете? Вот. Теперь, что делает у нас магний-водород, расскажу. Мы поели, почему мы кушаем, а почему мы его принимаем после еды? Для того, чтобы капсула растворилась у нас. Магний выделил водород, ему нужна кислая среда. Кстати, на заметку, онкология, это все раковые клетки же, правильно, да? Для раковых клеток у нас самая комфортная среда – это кислая среда. Понятно, да? Поэтому да, нельзя, чтобы была повышенная кислотность. Ее можно убирать, но тем не менее запускать болезнь это нельзя. Вот, мы выпили капсулу, капсула падает в желудок,
Здесь соляная кислота, она ее начинает расщепляться, и вот этот магний начинает выделять водород. И те вот эти углекислые газы, которые выделялись при пищеварении, она их превращает вот так вот в воду, в желудке уже. И сразу абсорбируется в кровь через стенки желудка, через ворсинки, и по всем сосудам, капиллярам начинает насыщать наши клетки. Понятно, да? Мгновенно причем. Почему у многих людей результаты такие вот, через 2-3 дня уже структура кала меняется. Идет чистка. Вот. Клетки, которые были увядшие, они начинают оживать, активироваться. Вот. Водород. Магний растворился, да, аминокислот уже здесь, к примеру. И идет с пищей в 12-перстную кишку. И со всем, что мы съели, она в 12-перстной кишке, да, аминокислот растворяется, также и магний. Тоже всасывает, абсорбируется в кровь и по всем сосудам капиллярам также заходит в нашу клетку. Теперь, магний. Есть большое количество разновидностей магния. То, что магний цитрат, вы в больницу идете, у вас суставы болят. Вам назначают кальций, вам говорят, кости слабые. Магний цитрат назначают. Желчь стоит, вам назначают магний сульфат, магний хилат, много. Вот этот наш магний, это магний, металлизированный магний малат. Понимаете, да? И он является, на сегодняшний день, я вам скажу, наш магний водород является самым мощным антиоксидантом вот этих окислительных стрессов. Что происходит? Водород, вот наша клетка, она защищена мембраной. Внутри клетки есть такие внутриклеточные органеллы, называемые митохондрии. Это как наши антенны, как наши двигатели. Митохондрии отвечают за выработку энергии нашей клетки, чтобы наша клетка была энергичная. Но в большинстве случаев у нас, так как более 30 триллионов клеток, некоторые клетки уже давно увядшие, уже осевшие, понимаете? Вот. Через мембраны очень легко, мгновенно проникает водород. Теперь мы дышим кислородом. Вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. Когда мы вдыхаем кислород, у нас через альвеольные мешочки также идет абсорбция в кровь и также подходит к клетке, заходит в клетку. Но клетка, оказывается, наша насыщается в норме больше, чем нужно, на 5-7%. Это активная форма кислорода. Активная форма кислорода начинает разрушать наши клетки. И так они уставшие. Но так как мы начинаем пить водород, магний водород, водород в первую очередь начинает ощелачивать нашу клетку, вычищать ее от свободных радикалов, снимает шлаки, токсины, и наша клетка начинает оживать. У кого через обострение прошел прием? Было такое? Почему так происходит? Потому что у нас одна клетка получила нужную форму водорода, начала оживать, и по цепочке идет вот так вот по цепочке, начинает будить, активировать, провоцировать соседние клетки. Вот в этот момент у нас происходит обострительная реакция. У кого суставы болят, начинает еще больше болеть. Почему? Клетки костно-хрящевых тканей содержат тоже минералы, вот, в том числе и магний. Магний участвует в более 90% в нашем организме биохимических реакций, биохимических процессах. Это кроветворение, желчевыделение, выделение желудочного сока, понимаете? Она 90% участвует. Теперь, почему у пожилых людей летят суставы очень часто? Первая причина. Потому что вымывается кальций. А удерживающим фактором кальция в клетках костно-хрящевых тканей является именно магний, запомните. И потребность магния, у нас, оказывается, эта проблема существует еще с советских времен. Ну, мы были маленькие, этого ничего не изучалось. Вот. Понимаете? Потребность. Нам нужно 25 грамм в день магния только.
больше из всех минералов. Железо, цинк, медь, там, ну, что там еще. Вот. Из всех минералов больше всего нам потребно магний. Поэтому вам в больницах назначают магний. Также магний водород он влияет. У нас, когда мы нервничаем, не нравится наша работа, там стрессы получаем, у нас страдает центральная нервная система. Она тоже имеет получает окислительный стресс. Заметили, кто пьет, он дает успокаивающий эффект, антиоксидантный какой-то. Настроение поднимается, жить хоть что-то творить хочется. Вот, но в то же время, если у нас у всех органы одинаковые, у всех есть печень, у всех есть там почки, у всех есть желудок, ритм всех биохимических процессов наших совершенно разный. Поэтому у людей по-разному. Кто-то через 3 месяца получает, кто-то на 2-м месяце начинает там звонить. Ой, что-то я пью 2 месяца, не помогает. Сам ржок бросают, допустим, понимаете? Поэтому нужно иметь терпение, так как эти болезни у вас образовались не за один день, оно накапливалось годами. Бывает так, что где-то в молодости, в юности вы получили травму, клетки погибли там, допустим. Водород начинает его тоже провоцировать. Возбуждаются старые болячки. И человек думает, да что такое, как так, вроде магний водород же должен помогать. Да, в любом случае магний водород водород делает свою работу. Поэтому мы не назначаем своим партнерам, там, скажем, своим родственникам, мы рекомендуем, мы не врачи, чтобы назначать. Нет? Просто рекомендуем. Многие пришли через свой результат, рассказывайте о своих результатах. Понятно, да? Вот, водород у нас начинает вычищать клетку, магний приходит и начинает удерживать кальций в клетках. И, соответственно, мы добавляем артролайн, у кого суставы. Почему мы пьем сначала магний водород, почему пропиваем? Для того, чтобы активировать, оживить, очистить наши клетки. Понимаете? Если вы сейчас сразу начнете артролайн пить, оно такого эффекта не даст вам. Почему? Потому что усвояемость клетки уже подустала, она не примет ее. Сейчас на рынке очень много же продукции. Кто-то приносит, я не скажу, что это хорошая продукция, но в основном у большинства, допустим, они пьют, не помогает, или поверхностно там облегчили свое состояние. Почему так происходит? Да потому что наши клетки не готовы принимать все подряд. Для того, чтобы нам наладить функцию работы наших суставов, нам необходимо сначала подготовить клетки костно-мышечной ткани. А для того, чтобы подготовить, мы пьем водород в течение месяца, в течение 3 недель. Ну, по-разному было. Поэтому постоянно надо смотреть за динамикой, что происходит. Обострение происходит, что еще происходит. Наблюдать за своим организмом. Наш организм знает, что нам потребно, и будет подсказывать сам. Вот. Пропили магний водород, потом мы добавляем, у кого суставы, артролайн. Здесь концентрация, сама именно концентрация прав, так сложена, короче, ну что, когда мы подготовили клетку, ее усвояемость этой клетки других продуктов 100-кратно, понимаете? Печень страдает, жировой гепатоз, застой желчи. Мы пропили магний водород, пьем геполайн. Правильно, да? Налаживаем функцию работы нашей печени. Теперь, кто перенес инсульт, инфаркты, после магния водорода мы не просто магний пропили и начали пить артролайн. Артролайн желательно пить с водородом, но магний водород можно уменьшить дозировку до 1 капсулы и добавить артролайн. Тоже индивидуально, как бы, понимаете, да? Кто перенес инсульты, инфаркты, пьем Happy Line для сосудов головного мозга предназначено. Единственное, Авелайн у большинства людей загажен организм. Посмотрите на язык, есть налеты, желтые, белые. Это нарушение функции нашего кишечника. Запах такой. Каждый запах связан с какой-то болезнью. Допустим, у нас если почки страдают,
у нас со рта идет запах аммиака, аммиачный такой запах. Если поджелудочная встала, у нас ярко-сладкий такой запах идет. Если паразиты, у нас идет прелый запах. Вообще невозможно такой, специфический такой. Поэтому посмотрите на язык. И, соответственно, если он даже анализ сдавал, где-то что-то узнает, что у него печень, желудок, пищеварительная система страдает. Соответственно, нужно рекомендовать, что пить. Понятно, да? Единственное, Авелайн является мощнейшим антипаразитарным продуктом. Его можно пить уже начинать сразу с магнием водородом. Ну, желательно, конечно, 3-5 дней сначала пропить магний водород, потом уже сразу добавлять Авелайн. У детей очень много запаразитованности, дети много страдают паразитами. Посмотрите на язык обязательно. Вот, поэтому вот так вот работает наш магний водород. Всем понятно, да? Не запускайте. Запустили, все, у вас начинает подвздошный, потом надо ходить пешком. Вы не думайте, что магний водород попили, вам стало хорошо и будет жить легче. Нет, ни в коем случае. Пьете водород, старайтесь себе помогать. Пешком ходите. Для чего пешком ходим? Ответьте мне на этот вопрос. Кровообращение, хорошо. Еще для лимфодренаж. И еще один момент, смотрите, когда мы идем пешком, ходим, у нас массируется толстый кишечник. У нас массируется кишечник, желудок. Понимаете? Поэтому надо ходить пешком обязательно. Вот. Ну, как бы на этом, в принципе, можно закончить. Много еще можно рассказывать. Теперь, смотрите, кто занимается продуктом, уже зарабатывает, хочет зарабатывать. У нас очень хороший маркетинг компании, о котором сейчас расскажет мой вышестоящий спонсор. Шингас его зовут, является в статусе супердиректора. Тоже очень интересно, он в подробностях сейчас вам расскажет.